хватит меня провожать. Беги к тете. Побудь у нее, хорошо? А я скоро приду. Там наверху Разиемо. Стоит ли нам ехать в Кишлак? Азизхан, я думаю, опять она может унизить тебя отказом. Ну, скажите мне, что случилось? Куда вы меня ведете? Зачем? Я дальше не пойду. Почему вы молчите? Да скажите же, что случилось? Ничего, Разиемо. Сейчас узнаешь. Что? Пустите! Несу, доченька моя. Несу. Ее привезут. Привезут, когда ты станешь моей женой.
Здравствуйте. Эта женщина, видимо, хворост собирала. Сорвалась со склона. Случайно. Да-да. Сорвалась. Я видел. Эй, купец, подойди. Передай деньги Турамо. Скажи для девочки. Пусть смотрит за ней. И это тоже. Безгранична доброта хана.
Замерзла? Ничего, скоро потеплеет. Я не трогаю ее.
осматриваешь? Долго тебя ждать? Других дел у тебя нет. Пошла бы, корней нарвала. Есть нечего. Мать у тебя была красивая. И характером сильная была. В жизни мало ей выпало радости. Ты родилась, отец ушел на заработки и не вернулся. Многие сватались к ней. Другая бы не выдержала. Разъему ждала. И никогда улыбки на лице не теряла. Хорошо, что ты похожа на нее. Спасибо. Тихо, Чукара. Здравствуйте. Здравствуйте. С весной вас.
Мир и счастье вашему дому. Спасибо. Проходите, пожалуйста, дядя Назардот. Несо. Ничего, ничего. Спасибо, спасибо, доченька. На. Идите сюда, детки. Держи сахар. Это мне. Тебе. И мне тоже. И тебе. Несо. А ты что же? Подойди. С праздником тебя. Дядя Назардот, какой-нибудь купец приехал? Да. Мирзахур. У меня в этом кишлаке всегда одни убытки. Уходи. Уходи. Тут все такие, как ты. Я купец. Я торгую, а не раздаю милостыню. А, Турамо. Хорошая жураба. Что будешь брать? Пшеницу? Рис? А, понимаю. Зачем ты пришла? Нечего тут делать. Иди домой. Этого надолго хватит, Турамо. Вот. Тетя, это за джурабы? Отстань, не твое дело. Тетя, зачем нам это? Тетя, миленькая, родная, отдайте Оставь ему меня. назад, пожалуйста, Стой, отдайте. Феня, чашка Вернитесь, риса. отдайте Да ему, пропади дети всё дома пропадом. голодные, есть Никакой нечего. жизни у меня нет. Тетечка, я Одно прошу вас, мучение. отдайте. Турамо. Возьмите муки, риса, Пусти. а это отдайте, тетя. Турамо! Девчонка права. Верни мне опиум. До лета далеко, а жить вам надо. Так и быть. Дам тебе пшеницы, а сверх того добавлю 1 тюбетейку муки. Украсишь свой дом на праздник. Скажи, ты ведь не Со, верно? Из тебя выйдет хорошая хозяйка. Ой. Ой. С праздником, доченька. А мне не насыпали муки на плечо. И мне насыпали. С праздником, тетя. Спасибо. Вот. С праздником. Это носила твоя мама. Ты будешь сегодня самой красивой на празднике.
Молодец. А мне? Ой, как красиво. Разъямо, Миссо. Я поговорю. О будущем Миссо. Я не хочу спать. Хватит баловаться. Мама придет, я все ей расскажу. Несу. Везет тебе, доченька. В богатстве будешь жить. В сытости. Азизхан тебя золотом осыпет.
в бархат оденет. Зимо. Они тебя убили. Они за верность твою тебя убили. Несу.
Несо! Несо! Оставь. Оставь, она польет. Пусть привыкает, станет его женой, ей придется это делать. Несо, принеси мне попить. Отнеси мешок в дом. Поднимись на крышу, Якубу помоги. Несо! Где ты? Несо!
Оп! Нравится? Это тебе. Надень. Ну, давай я сам. И что ты в ней нашел? Ни красоты в ней, ни женского ума. Зачем тебе эта вялая овца? Ничего, мама. Она изменится. Привыкнет к дому. Станет другой. Сомневаюсь я что-то. Не та порода. И мать ее такая же была. Ни добра, ни пользы своей не понимала. Люди жили и живут, хорошо ли, плохо ли, живут. А она... Я просил не напоминать мне о ней. Кому она что доказала? Не она ли сама во всем виновата? Собственная глупость и упрямство. Не надо. Не надо, мать. У меня хорошая память. Мы загнали ее тогда. Так на охоте загоняет животное. Она была воздухом, которым я дышал. И я убил ее. Нисо не похоже на нее. Только иногда голос, движение, взгляд. Нисо нужна мне. Она нужна мне, чтобы жить. Нужна она тебе. Иди со свадьбы и женись. Родит она тебе сына или дочь, и все будет хорошо. Что это с тобой сегодня? Почему у тебя такое лицо? Почему не помогаешь? Если заболела, тогда иди полежи. Совсем она не больна, просто она не хочет работать. Бродит целыми днями по саду и живет в свое удовольствие. Где ты это взял? Мальчишки принесли. Откуда? Говорят, у реки нашли. Что это? Что это? Я тебя спрашиваю. Почему? Почему эти бусы валялись на берегу? Как они могли туда попасть? Ты что, уходила из дома? А где ты была? Как ты посмела уйти без спроса? Я тебя спрашиваю. Оставьте ее.
где ты была? Как ты могла это потерять? Шаталась неизвестно где, вот и потеряла. Мать, тише! Что с тобой, Нисо? Неси все к очагу и сложи там возле старого хвороста, да поаккуратней. Ты что? Подожди. Послушай, девочка. Тебе плохо в моем доме. Я вижу. Плохо. Почему ты так ведешь себя? Мучаешься сама. Мучаешь других. Меня. Разве я это заслужил? Отпустите. Отпустить? Почему я должен отказаться от того, что принадлежит мне по праву? Почему? Однажды я уже упустил. Не смог удержать. Она болью живет во мне. Вот тут. А теперь ты. Успокойтесь, успокойтесь.
Что ты мечешься? Кеклика потеряла? Он утром по забору бегал. Стой! Несо! Несо! Здравствуйте. Вы не видели Кеклика? Мои слова уже ничего не значат. Несо, разожги огонь в очаге, Несо, налей воды в казан, а она поворачивается спиной и идет со двора. Соседи надо мной смеются, с одной девчонкой справиться не могут, и все из-за сына. Явилась овечка. Где ты была? Я за Кекликом ходила. За Кекликом? Убей! Убей меня! Убей! Девчонка. Завтра же ты станешь моей женой. Назови того, кого ты избираешь своим доверенным. Назови того, кого ты избираешь своим доверенным. Якуба. Да-да, Якуба. Мы слышали. Я доверенное лицо и свидетельствую соизволения Бога, а не из лицемерия, что Несо, дочь Алимардона, назначила меня своим доверенным в бракосочетании. Не верю. Представь свидетеля. Свидетельствую, что этот человек со стороны невесты назван доверенным лицом в деле бракосочетания. Согласны ли Несо, дочь Алимардона, взять в мужья Азизхана, сына Махмудхана? Да, она согласна. Согласен ли ты, Азизхан, сын Махмудхана, взять в жены Несо, дочь Алимардона? Согласен.
двое, муж и жена. Бог их соединил, да не разлучат их люди.
Подожди. Тихо, тихо. Не бойся. Не бойся. Где у тебя болит? Слышишь меня? Где болит? Переломов у тебя вроде нет, а царапины — это пустяки. Как же ты сюда попал? Не помнишь? А ты из какого кишлака? Ну, скажи. Я отвезу тебя домой. Что ж мне с тобой делать? Ну, хорошо. Я еду в Сеитанг. Довезу тебя до людей, а там разберемся. Поедешь со мной? Правда, я не совсем еще доктор. С середины учебы в революцию ушел. В Туркестане воевал, а теперь вот в погранотряде. А язык ваш я быстро выучил. Когда тебе все время объясняют, где болит и как болит, волей-неволей запомнишь. Да. Земли маловато у вас. Одни камни. Столько сил нужно, чтобы прокормиться. Трудолюбивый здесь народ. И веселый. А может, это им и помогает. Нравится мне у вас. Я раньше не думал, что можно проводить воду по отвесной скале. А здесь проводят, да еще как. Я все болтаю. Вы уж простите, пожалуйста. 3 дня еду, живой души не видал. Ну вот, мы и пришли. Это и есть Сеитанг. Здравствуйте, уважаемый Бабакалон. Мир вам. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Рада, сынок, тебя видеть, мама. живым и здоровым. Долго ты в волости пропадала. Я беспокоиться уже начала. Не случилось ли чего? Скажи, сынок, кто она такая? Саня, приехал. Здравствуй. Здравствуй. Ну как ты? Укатали Саньку в крутые горки. Устал смертельно. А тут еще, видишь, девушку по дороге подобрал. Мне кажется, она немая. Всю дорогу молчала. Может, знает ее кто здесь? Нет, никогда не видел. Не знаем. Ну чего ты уставилась? Живого человека не видела? Иди по своим делам. Нечего тут стоять. Не бойся, никто тебя не обидит. Идем в дом, доченька, отдохнешь. Мама, позволь мне.
Наверное, доктор привез ее нашему Бахтиору. Только зачем она ему? Ты же намного красивее. Поешь хоть немного, доченька. На канале работа вовсю идет. А я и не сомневался. Ты вот уехал, а мне без тебя трудно руководить сельсоветом. Как твои дела на заставе? Когда домой возвращаешься? Скоро поеду. Приказ пришел. Бывших студентов отзывает. Надо учебу заканчивать, а то ни солдат, ни доктор. Ты хороший доктор. Вот дождусь ребят с караваном и поеду. Саня, вот ты говоришь, караван придет. Одежда там, продовольствие. А что взамен увезут? Шерсть? Что? Ну ты чудак, Бахтиор. Да я же говорил тебе, ничего. Это помощь. Но понимаешь, помощь. Чтобы люди не голодали, если зима будет долгой. Я так думаю, что... Ну, каждый год хоть небольшая помощь, но будет. Ведь Сеитанг теперь не вотчина и мира, а полноправная часть всего целого. Да я понимаю. Только мне не верится как-то. А ты представь себе, построим канал, земли будет побольше, а значит и хлеба будет достаточно. Знаешь, я еще не говорил с Бабакалоном. Почему? Ну, как я ему скажу? Ну, как? Башня на скале только ему нужна, а канал нужен всем. Давай пойдем вместе. Ну, ладно. Вот и договорились. Все-таки интересно, кто она такая? Я сама не пойму. Но внимание я обратила вот на что. У нее с лба волосы убраны и заплетены, как у нас заплетают в день свадьбы. Может, она сбежала от мужа? Что вы, мама, она же девочка совсем. Ей, наверное, еще и 15 лет нету. Спите. Спокойной ночи. У нас и раньше отдают. Но это очень плохо. Теперь так не будет. Кто здесь? А, это ты. В чем дело? Что случилось? Успокойся, доченька. Что вы кричите? Успокойся, успокойся. Наверное, убежать хотела. Наверное. Спи.
Доброе утро, красавица. Вахтер, ты устал? Давай я. Раньше надо было думать. Взяли бы выше, обошли бы башню верхом. Спасибо за совет. Сколько можно говорить об этом? Выше посмотри, какая особь. Да будет вам. Надо все приготовить. Боба колонн идет. Здравствуй. Мир тебе. Мир. Сегодня почти все пришли. Хорошо бы закончить канал до осени. Люди надеются получить новую землю. И получат. Прошу вас, проходите, товарищ председатель. Только после вас, доктор. Ну что вы, сделайте одолжение, проходите, пожалуйста. Доченька, иди принеси лепешки, обедать будем. Ешьте, Спасибо. ешьте, пожалуйста. Кто эта прекрасная незнакомка, мама? Я боюсь, что она не умеет говорить. Потому что похожа на ту, которую я привел к вам в дом. И почему она так грустна? Не знаю, попробуй спросить у нее сам.
Будьте так добры. Назовите нам ваше имя. Несу. Несу меня зовут. Вот как? Несо? Красивое имя. Мир царь Искандер решил завоевать, чтоб явное и тайное узнать. Его поход был труден и велик, и дивного он города достиг. То город был особенных людей. Там не было ни шаха, ни князей, ни богачей, ни бедных. Все равны. Как братья были люди той страны. И нравы были чисты, и страна не ведала, что в мире есть война. У каждой их семьи был сад и дом, не заперт ни затвором, ни замком. Шах попросил: а что ж вы без замков живете? Дверь, открывший для воров, ему сказали: нет у нас воров, как нет ни богачей, ни бедняков. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете идти, дети. Как здоровье матери, Бахтиер? Спасибо. Она здорова. Уважаемый Бабакалон, русло канала сейчас упирается в скалу. И если мы ее взорвем, то ваша башенка, она тоже. Что вы от меня хотите? У нас нет другого выхода. За кишлаком хорошая земля. Только нужно убрать оттуда камни, расчистить ее и напоить водой. В этой башне молились мои предки, Бахтиер. Люди ходят далеко в горы ради клочка земли, а здесь совсем рядом. Посадим фруктовые деревья, засеем. Разве это плохо? Когда люди начинают заботиться о теле больше, чем о душе, погибает и то, и другое. Вы только подумайте, Бабакалон, как живут эти люди? Вы же любите их. Многие накурятся опиума и видят счастливую жизнь только в райских снах. Жил бы тот же Карашир получше. Было бы у него земли достаточно. Стал бы он отравлять себя. Сюда привезут продовольствие, одежду, книги. Бахтиер со мной поедет в Петроград. Здесь будут свои врачи, учителя. Жизнь будет другая. Для того, чтобы это было, надо разрушить мою молельню. Я еще не знаю твоей веры, доктор. Ты веришь в людей. Если твоя вера сделает людей счастливыми, может быть, она и лучше. Я не буду препятствовать вам, но помогать тоже не буду. Мы пойдем. До свидания. Чего нос повесил? Эх, Саня, я же говорил тебе. Слушай, ты мне надоел. Ты себе-то веришь? Я думал, что ты мужчина, а ты... Что я? Я. Да ты... нытик ты. Ну, знаешь. Смотри, Бахтиер. А это кто там?
Купаешься? Ты чего ко мне привязался? Я за солью ходил. За солью. Я знаю, за какой солью. Хочешь повитать в облаках? Кого обманываешь? Мы там работаем, а ты... Ты что, Бахтер? Подожди. Стой! Куда пошел? Что? Не дури. Что надо? Давай опиум. Не приставай. Оставьте меня! Отдай. Эх, хорошишь. Отдай. Ненавижу тебя. Ненавижу. Ненавидишь? На здоровье, Карашир. Конечно, на здоровье. Эй, не смей перекрывать воду. Попадешься, так отхлестаю. Неделю сидеть не сможешь. Я знаю, ты хочешь, чтобы она у нас навсегда осталась. Хочу. Но это совсем не то, что ты себе напридумала. И потом, скажи мне, пожалуйста, почему я должен к ней плохо относиться? Никто от тебя этого не требует. Что же ты надулась? Ну, объясни мне. Я все прекрасно понимаю. Почему ты не веришь мне? Ты со мной всегда почему-то о ней говоришь. Лола. Я больше не буду, прости. Лучше тебя никого нет. Ты для меня все. Небо, земля, вода в роднике. Эй, послушай, ты, наверное, из Вирдера? Нет. Откуда? Это далеко. Отсюда не видно. Да понятно, не из соседнего двора. И что ты все скрытничаешь? Правду говорят, что доктор тебя украл? Нет, нет, я сама. Что, сама сбежала? От мужа, наверное, сбежала. Ты что нас подслушиваешь? Кто, я? А ты что, на меня орешь? Мне что делать? Больше нечего. Ты целый день здесь торчишь и языком чешешь, а урюк в вашем саду все еще на земле валяется. Я знаю, почему ты тут. Парня высматриваешь, бесстыдница. Тетечка, Лола, что вы делаете?
хорошенькая невестка будет у Гульрис. Не девушка, а цепная собака. Тебя надо посадить на крышу дома вместо пугала. С таким лицом только птиц пугать. Ты молодец. Тихоня, тихоня, а тебе тейку вон как закинул. Идем к нам. Не суди строго людей, одержимых беспокойством. Не гневайся. Они не ведают, что творят. Они вознамерились разрушить мир. Ты видел? Говорят, у вас новую землю дают? Я за своей долей пришел. Где тут у вас сельсовет? Подожди. Вот так Сюда? лучше. Проходите. Благодарю. Бахтиор, Бахтиор, где ты там пропал? Я ведь просила тебя помочь мне, одна я не справлюсь. Саня, Да. это
Да, я подумала, Бахтиер, тебе в этом очень хорошо. Бахтиер, иди помоги мешки убрать, а то совсем пересохнут. Тебе тоже так больше нравится. В гимнастерке лучше. М? Да. Здравствуй. Здравствуй, Мирзахур. Я бы хотел видеть хана. С чем пришел? Прошу, скажи ему обо мне. Здравствуйте, Азизхан. Что тебе надо, говори. Я слушаю. В кишлаке Сиетанг люди видели твою жену. Она жива. Так говорят. Но кишлак сейчас в руках неверных. Проходи в дом, Мирзо. Ты принес добрую весть. Прошу тебя. Спасибо, хан. А он говорит, у них дома друг на дружке построены, высоко, как гора. Люди, да, как птицы влетают. Нет, наверное, они по веревке влезают. В окна. Через Прямо крышу. в окна. Он вам еще не такое наговорит. Слушайте его больше. Мастер сказки рассказывает. Да, Саня? Да ладно тебе. Приедьте, сами увидите. Хватит, дети, поздно уже. Еще наговорите завтра, послезавтра. Лола, доченька, приходи к нам утром пораньше. Мы с Несо хотим крышу обмазывать, а то скоро дожди начнутся. Несо, этот Исов, доченька, опять воду в арыке перекрыл. Сбегай, пусти воду к нам. Эй, эй, что ты делаешь? Ну что ты делаешь?
Сегодня мой черед поливать свою землю. Все только о себе думают. Ну и народ. Житья никакого нет. Если бы хотел власть, то им все можно. И на того напали. Эй, не смей перекрывать воду. В следующий раз попадешься, так отхлестаю. Неделю сидеть не сможешь. О, Господи, что за девчонка? Брысь отсюда! Дай нож. Ух, какой острый. Да. Да, это лучше. Красиво. Нет, вот эти еще красненькие и синие. Вот эти. Да. Нет, что ли. Слушай, Саня, поговорил бы ты с ней. Она даже матери ничего не отвечает. Молчит. А почему ты думаешь, что она мне скажет? Люди говорят, она купца испугалась. Недобрый взгляд у этого купца. А может, знает он Нисо. Откуда она? Он умирает. Он умер. Он умер. Он умер. Ой, идем, доктор. Скорее, прошу тебя. Он умирает. Что, бегемо? Пойдем, доктор. Он умирает. Так, объясни толком, кто умирает? Он умирает. Кто? Он. Да кто умирает? Быстрее. Ой, ой. Нисо! Нисо, Скорее. возьми мой чемоданчик с лекарствами и беги за нами. Поняла? С лекарствами беги за нами, быстро! Скорее. Ой. Ну-ка. Не надо, доктор. Он умирает. Сейчас, минуточку. Мурод, Фась, помогите. Сюда, сюда, положите его здесь. Еще вы. Мне нужна горячая вода. Бегемо, слышишь? Горячая вода, и срочно. Горячая вода, горячая вода. Не несу. Вскипяти воду, совсем немного. Вскипяти.
Боже, прими к себе душу верного раба своего и избавь ее от мучений. Ну вот, так-то лучше. Блудный сын, похоже, возвращается домой. Кажется, тетя Бегемо, мы вашего мужа с того света вытащили. Ну? Пусть немного отлежится. Теперь за ним надо присмотреть, тетя Бегемо. Но если он опять начнет курить опиум... Проклятый отцом. Бездельник. Наплодил детей, а кормить их я должна. Лучше бы ты убил их всех одного за другим. Проклятый купец, чтобы он сгорел со своей отравой. Бахтиер, успокойся вначале, слышишь? Бахтиер, успокойся вначале, слышишь? Где опиум? Что с тобой, Бахтиер? С левой ноги встал? Откуда у меня может быть опиум? Давно не торгую. Советская власть запретила. Я подчиняюсь, нет у меня опиума. Нет, говоришь. Ну ладно. Подождите, гражданин купец, не торопитесь, пожалуйста. Он без вашей помощи обойдется. Бога не боитесь. Разбоем решили заняться. А мы не позволим калечить людей. Вы живете на советской земле, здесь теперь иные законы. Я живу там, где торгую. Земля большая. Откуда мне знать, советская она или нет? Я прошел много ущелий, но нигде не видел, чтобы на горах было написано, что они советские. Вот он. Вот, я нашел. Смотри, последний раз смотри. Будь ты проклят, голодранец. Ну подожди, кровавым дымом тебя обернется этот опиум. Не надо так волноваться, гражданин купец. Все правильно. У вас же не было этого опиума, сами сказали. Нет его и сейчас. Мальчишка. Я уйду. А чем людей кормить будете? Вот этим. Вместо сахара, вместо соли, вместо всего? Да не надо пугать нас. Вы думаете, люди погибнут без вашей помощи? Да скоро сюда привезут столько товаров, сколько никогда не было в вашей убогой лавке. Убирайся. Да, убирайся и поскорее. Иди обманывай и отравляй других дураков. Скоро отовсюду тебя гнать будут. Мы сегодня конфисковали. Конфисковали? А жену Азизхана вы тоже конфисковали? Завтра Бахтиеру понравится твоя жена Исоф. Или твоя, Наврузбек. Они все могут. Потому что Бога не знают. А вы молчите? Фу! Уйду я. Я уйду. Здесь земля осквернена. Я лучше умру, убегу, я убью себя. Успокойся, Нисо. Никто не собирается силой возвращать тебя твоему мужу. Теперь все женщины свободны.
будешь жить здесь. Этот дом, наш дом, он твой. Правда, мама? Конечно, доченька. Мы тебя не обидим. Бахтер верно сказал. Не бойся, все будет хорошо.
Что вы делаете? Сволочь! Подожди, Загар. Проклятая тварь. Они все тут с ума сошли. Вам же придется вернуть хану его жену. Или для вас законов не существует? Вы все при этой власти ума лишились. Больно? Да нет. Что ты? Человек прислал за женой, а мы не отпускаем ее. Нехорошо получается. Ты, конечно, власть, Бахтиер. Но такого не бывало в кишлаке. Ты сам за всех не решай. Это позор не тебе одному, а всему кишлаку. Столько шума из-за какой-то девчонки. Да пусть убирается, и нам спокойнее Верно. будет. Верните ее хану. Хорошо. Я не буду за вас решать. Я вижу, не все со мной согласны. Сегодня же соберемся все у Мазара. Там и решим. Раскричались. Советская власть дала всем нам свободу. И женщине тоже. Значит, Нисо сама может решать, как ей жить дальше. Сиетанг стал для нее домом. Нельзя же человека насильно отправлять обратно. А что? И то правда. Пусть живет у нас и решает сама. Хочет с одним живет, не хочет с другим. А может, ей Бахтиер по нраву, а? Шлюха! Да вы что? Нечего тебе делать в нашем кишлаке. Замолчите, на кого вы набросились? Она ведь еще ребенок. И с вашими дочерьми такое может случиться. Если она сирота, с ней надо так обращаться. И моложе ее замуж выдают. Ей хорошая плетка нужна, чтобы мужа ценила. И по чужим дворам не бегала жена хана, для нее ребенок. И плетка не помогла, когда Суро от мужа ушла. Возвращали, и загубили бедняжку. Река даже тело родным не вернула. Я не дам ее в обиду. Она будет жить в моем доме. Что бы вы ни говорили. Совсем у людей очерствели сердца. Не плачь, доченька, не плачь. Они еще думают. Бабакалон, скажи ты. Пусть скажет Бабакалон. Пусть скажет. Всю жизнь опорой мне были обычаи. Их мудрость проверена многими поколениями людей. Вы, Бахтиер, хотите сделать добро, освободить женщину от ее долга. Торопитесь. А завтра эту свободу потребуют ваши дети. Со своим еще не созревшим умом. И кто знает, во что превратится эта свобода в их неопытных руках. Нарушая обычаи и оскорбляя мужа, вы не поступаете справедливо. Сказать «гоните ее» тоже не могу. Потому что жестокости никогда не было в моем народе. Решайте сами.
Ну что, принимаем Несов в свою семью? Кто за это? Поднимите правую руку. Эх, люди, люди. Тебе что, больше всех надо? Не надо, опусти руку. А кто за то, чтобы красть чужих жен, поднимите левую руку. Не смеши людей, Наврузбек. Если ты вор, то я не хочу им быть. Если вы оставите ее здесь, нужно вернуть хану деньги, которые он заплатил за нее. Деньги вернуть? Таких денег нет. Да разве можно продавать и покупать человека? Ведь она же не вещь какая-нибудь. Азизхан послал за своей женой. Что в этом плохого? А вы напали на его людей и избили их. Что он подумает о нас? Пусть думает, что хочет. Кого вы защищаете? Азизхана? Человека, которому все можно. Которому ничего не стоит обездолить. Таких, как ты, Исов. Таких, как ты, Карашир. Он же вас за людей не считает. Кто вы для него? Грязные, ничтожные батраки. При чем тут это? Какое право мы имеем держать здесь его жену? Она его жена по закону и перед Богом. Эй, Наврузбек! Ты весь почернел в заботе об уважаемых людях. И я знаю почему. Рядом с купцом тебе неплохо жилось. Помолчи, бегемот! Что? Вы посмотрите на него. Еле с того света вернулся, а еще об отравителе своем беспокоится. Сидел, молчал бы. Покойнее. Кончилась власть Азизхана, Наврузбек. А Несо свободна и будет жить там, где захочет. Не у нас, так в другом месте. Для вас скоро ничего святого не будет. Я не хочу иметь с вами дело. Смейтесь, смейтесь! Ну что, голосуем? Всадники. Смотрите, смотрите, кто это?
Вы видите? Они прошли мимо. Они обошли стороной кишлак. Товарищи! Басмачи не решились напасть на наш кишлак. А почему? Как вы думаете? Советской власти испугались. Бьет она их, гонит со свободной земли. И Ниссо теперь так же свободно, как и все мы. Давайте голосовать. Будет школа стоять. А эта вот ребятня будет бегать с книжками под мышкой. Больницу построить. Людей станем лечить. Что? Хорошо будет. Воду его! Воду! Ну что, хлебнули водички? Хороша вода. Прошу вас, угощайтесь. Достойный, сильный человек был ваш отец Шукурло. Я посчитал бы за честь принять его у себя в доме.
Где вы похоронили его? Мы были вынуждены. Нам пришлось похоронить его у кишлака Бедзор, у дороги. У дороги? О, Господи! Что за злая судьба? Как же так? Все бессмысленно, хан. У нас нет теперь своего дома. Отец понял это. Поэтому он никого не щадил. Никого. Там у Бедзора он мог уйти. Но не захотел. Ваш отец защищал веру. Веру? Если бы только ее. Веру и извечный закон природы и жизни. Богу было угодно разделить людей на господина и раба. Каждый из них должен знать свое место. Баран никогда не сможет вести стадо вместо козла. А отступников от веры и обычаев предков надо наказывать. Это богоугодное дело. Да, конечно. Только отступников становится слишком много. Мои люди устали. Устали от крови, хан. Они хотят жить. Все бессмысленно, кроме жизни. Все бессмысленно. От Бедзора их повел я. И я привел их сюда. Нам нужно переправиться в Тангмир. Без вашей помощи, хан, мы не дойдем туда. Тангмир. Вам нужны теплая одежда, лошади, продовольствие. Я могу помочь вам, Шукурло. Благодарю, хан. Спасибо. Если я когда-нибудь смогу быть вам полезен... Да нет, что вы. Я знал вашего отца. Это мой долг. Однако согласитесь, пустые руки здесь не самый лучший подарок. Якуб, позови купца. Скажите, Шукурло, вы проходили кишлак Сиятанг?
Мирзо, ты? Как видишь, я. Я рад тебе. Заходи в дом. Я по делу, Наврузбек. Гостей когда ждешь? Каких гостей? А, караван. Перевал прошел. Завтра или послезавтра здесь будет. По какой тропе? Не знаю. Не знаешь? Заходи в дом. Подумай хорошенько. Вдруг вспомнишь. Встречает кто-нибудь? Да. Саламат ушел вчера. По какой тропе? По нижней. Видишь, а говоришь, не знаю. А вы, значит, решили отпраздновать прибытие гостей пораньше? Заходи в дом, Мирзо. Я тороплюсь. Наврузбек, ты добро свое припрячь на всякий случай. Или лучше уходи. Шукурло не будет разбирать, где черная, а где белая овца. Я предупреждал их, что им устроят праздник. Несу. Ты почему ушла? А ты? Да так. Ты знаешь, наверное, я просто немного соскучился по дому. А мне здесь хорошо. И мне здесь тоже хорошо. А все же пора. Пора мне уезжать. Саня. Здесь у реки я вспомнил, как нашел тебя на берегу. Ты удивительный, Ниса. Рядом с тобой я чувствую себя другим человеком. Мне почему-то хочется защищать тебя, оберегать. Саня, нам надо идти. Может быть, тебе это совсем и не нужно. Идем, нас, наверное, ждут. Подожди. Помнишь, я говорил тебе об учебе? Помню. Ты бы поехала со мной?
Я спрошу у мамы Гуллис. Что делать, уважаемый Бабакалон? Я не поверил своим ушам. Шокорло. Для него же нет ничего святого. Скажите, посоветуйте, что мне делать? Не суетись, Наврузбек. Успокойся. Наш народ не любит крови. Бог отведет беду от нашего дома. О чем вы говорите, уважаемый? Иди, Наврузбек, я подумаю. Тебя Бабакалон зовет. Что? Он там, во дворе ждет. Я не пойду. Он говорит, чтобы ты не боялась. Скажет тебе что-то важное и уйдет. Да? Хорошо, я сейчас приду. Сейчас придет. Спасибо, Шадибек. Я хочу посоветоваться с тобой, дочка.
будет легок твой путь, легка ноша, которую ты взвалила на себя. Да будет тебе свет и успокоение в жизни. О, Боже, прости мне больно несенную этой душе. Прости мне ее будущие страдания. Помоги ей, Господи. Мама, не буди их, пускай поспят. Смотри, сам на тропе не усни, а то прозеваешь караван. Он без тебя войдет в кишлак, стыдно будет. Здравствуй, Гуль. Здравствуй, почтенный Бабакалон. Добро пожаловать. Заходи в дом, гостем будешь. Я бы хотел увидеть Бахтиора. Бахтиор еще на рассвете ушел расчищать тропу. Может, Саню позвать? Здравствуйте, я сейчас. Если Бог к нам будет милостив, они не придут в кишлак. А если все же решаться, вы власть, соберите людей и уведите их в город. Как это увести? Здесь же все разграбят. Надо поднимать народ. Есть же у вас ружья, охотники. Мы им покажем, как у нас умеют защищаться. Наш народ никогда не стрелял в человека, доктор. Люди не пойдут за тобой. Мама, а где Нисо? Я думала, она спит. А разве там ее нет? Сынок, а что случилось? Басмачи, мама.
Стойте! Тропа просматривается. Дьявол. Поедем по склону горы. В объезд. Послушай, где Мурод? Мурод, беги на верхний склон, позови вахтера. Скорей. Лола, Лола, подожди. На, отнеси вахтеру. Может пригодиться. Товарищи, на кишлак идут басмачи. Необходимо против них выступить. Мы можем остановить их в верхнем ущелье. Мы не будем стрелять. Да, верно. Лучше мы уйдем в горы, на летнее пастбище. Переждем, а потом вернемся. Люди! Люди, что вы делаете? Вы же обрекаете себя на голодную смерть! Они же все сожгут! Скоро зима. Басмачи увезут все! А остальное, ваши посевы, дома, все сожгут. Нам надо продержаться только до прихода каравана. Подождите! Вы куда собрались? Оттуда появятся басмачи. Знаю, доктор. А ты куда? Один? Да еще и с винтовкой. А я не один. Скоро Бахтиор подоспеет, Мурат. Да пусть только сунутся. Азизханский шлак, может, и не пойдет. А басмачам нужен только караван. Но если хан все же захочет наказать нас, я поговорю с ним. Да как же это он не пойдет в кишлак? Он придет за женой. Занесу. Доктор, Нисо обещала мне встретить своего мужа. Как? Когда? Этого не может быть. Другого выхода не было. Что вы наделали? Кто вам дал право? Посмотрите-ка, кто нас встречает. Вот это и есть новая власть в Сиетанге. Новая власть? Да это же нищий батрак.
который копошится в земле, как червь. Из нее он подохнет с голоду. Ничтожество, возомнившее себя человеком. Зачем пожаловал, хан? Еще и волков с собой привел. В кишлак собрались. Ну, проходите же. Эй, ты! А ну, прочь с дороги! Ты что, оглох? Оставь. Зачем шуметь? Шум нам ни к чему. Вперед! Уберите его! Не плачь. Не надо. Ну, не плачь. Вы двое укройтесь вон за той скалой. Акбар-Али, возьми своих людей и идите в ущелье. Ризо, туда! Подождите, Шукурлов. Что все это значит? Тут отличное место для засады.
Лучше пойдем в кишлак, и там будем ждать их. Это же глупо. Любой человек может скрыто уйти в горы и предупредить. А здесь мы внезапно захватим караван, и тогда уж отдохнем, посмотрим на новую жизнь, на советскую власть, поговорим со свободными ущельцами. Верно? Сначала мы поедем в кишлак. Я вас не понимаю. Нечего понимать. Как я сказал, так и будет. Мир вам, люди. Здравствуй, хан. Нетруден был путь. Рад видеть тебя. Таким я помню твоего отца. Спасибо, что пришли встретить меня. А я вам привел гостей. Чего хотят эти люди? Они хотят справедливости, почтенный Бабакалон. Справедливость, она в сердце человека. Долго мы будем еще стоять здесь, хан? Эй, уважаемый, уходите отсюда, от греха подальше. У нас нет времени. Я сам знаю, что мне делать. Конечно, конечно. Вам виднее. Разум, вера, о которых вы говорите, где они? Где? Безродный батрак сегодня может плюнуть в лицо хану. Он может втоптать в грязь его честь, разорить дом, увести, опозорить жену. Теперь никто не помешает Нисо возвратиться в твой дом. Она сама решила свою судьбу. Не дай волю слепой злобе. Уведи этих одичавших людей. Время помутило ваш светлый разум, Бабакалон. Я был уверен, что вы поддержите меня. Я готов, Азиз-хан, расплатиться с тобой за то унижение, которое они нанесли тебе. Коня Азизхану! Муразбек, Садридин, и ты поедете с ханом в кишлак. Что он делает? Я твой раб, хан. Пощади кишлак. Не надо, хан. Не берите грех на душу. Ну, чего мы ждем? Нематуло, пошел! Эй, 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 эй! Нет, уйдете, гады, отсюда. Что стрелял?
Бахтера убили. Бахтера убили. Убили! Бахтера убили. Нет, уйдете, гады, отсюда. Что это, хан? Откуда взялись еще эти? Вы говорили, они не стреляют. Засада сорвана. Нам надо уходить. Только попробуй уйти. Пожалеешь? Держись, Саня, держись.
Не надо, доктор. Ну пусти, она же там. Там же ее муж. Это я виновата. Я сама. О чем ты говоришь? Успокойся, Нисо. Успокойся. Теперь все будет хорошо. Я увезу тебя. Якуб, лошадей! Лошади разбежались. Я еле поймал одну. Приведи еще пару. Я со скалы видел караван. Они там все вооружены. Ты привел нас сюда под пули. Хотя обещал безоружный караван. Для чего? Только из-за нее? Я не знал. Так получилось. Прощай. Я уезжаю. Он уезжает. Он уезжает. Смотрите! Караван идет! Караван идет!
знаю! Приезжай, сынок, не забывайте меня. Мы приедем, мама. Берегите друг друга. Счастья тебе, доченька, доброго тебе пути.